Добрый день, добрый вечер. У меня есть несколько минут, так что пока нечего ждать, решил и проверя, решил прямой эфир запустить. Пока народа нету. Маленькая информация. Обладатели билетов 122. 122 номера. А количество штук пока не могу сказать точно. Вот так вот. Угу. Так, сегодня отправил 5 ножей своим хозяевам. До Нового года они получат. Так, послезавтра планирую еще где-то так штук. Вот. Мне Дюга звонил только что мой клиент из Германии. Обычный русский парень, работает в Германии. И там он заказал ножик. Ножик шел не быстро. Вот. И на таможню его там остановили, этот ножик. Почему, никто не знает. Получил. И человеку что-то не понравилось. И решил возврат делать. Да, такое возможно. Ну, если говорить на чисто русском языке, душа не лежит. Человек имеет право. Но я сказал, конечно, без проблем. Финансы верну завтра. Перевожу. Вот. Вот такие дела делаются. Случается в уходящем году, в этом 18 году. По-моему, один ножик так возврат. Если не ошибаюсь. Или второй. Точно не помню. Вот. Ну что, у кого есть вопросы? Утром вышел на эфир проверкой. Слава богу, пока есть прямой эфир. Восстановили. Видать, ютубовцы. И там я показал ножик. Будет два светлых ножика. Обе по 12 сантиметров. Вот. В бычьем хвосте. Да, и кому удача улыбнется, тот и будет хозяином ножа. Вот такие вот дела. Вот такие вот дела. Что ж, если у вас нет вопросов, у матросов, Алтаир Тагизбаевич объявился, номер дал, так что все в списке. Билеты завтра напечатаю. Баночка вряд ли переполнится, но шанс два ножа всего. Вот. Красиво, красиво, красивых, очень хороших ножа.
Что еще хотел сказать? Даже не знаю, что хотел сказать. Спросите. Чуток подзабыл. Любецкая. 20 числа. Ширина лезвий 2,5 где-то. Нет, 3. Сейчас посмотрим. Так, ширина лезвий, ширина. Да, 2,5. А это второй светленький. Красивый. Даже у меня нет такого. Два и 7 ширина. Толщина нету 4. Ну, 3,8 где-то. Вот такой красавчик. Это второй нож. Ножны такие. Хвостик. Не дребезжит, не капает. Очень хорошо режет. Хотя бы бумажку очень хорошо режет. Вот такой он. Сюсюбеки. Кюкайтен лари. Мануланду. Так, самые билеты бегом бишь. Окей, конкретно шанс. Так. 51 билетиков это весомые. Шансы конкретные. Но некоторые там 30, 21. Здорово. Багама. Сколько угодно можно. Тоғылықаны нәптен болды Сеня. Мордовской. Итан. Тох. Сүбәскен иттен. Таригалы биреме бар. 10 күн бар. Нохалы өлі тоқтауға көл барыға. Хакастар нохалы чоқы бүтелілер. Бұны елі көксін тұхапы ке. Чоғына хүббәгеннеттен атығы өйек бар бұлуға. После 20-го будет ножи на продаже. Ножны разные будут, кожа, ну и бычьим хвостом. Бағағы әтәбін ұлақам бағайы ұлауынден. Ой.
Так, это так. Так что следите сразу в Инстаграме и Ютубе. Выложу, какие ножики на продаже. Можете прямо там и приобрести. Если заказов еще не попрут. Если попрут, то посмотрим. И я сказал в прошлых выпусках, скажем так, перед Новым годом премия, то все. Не надо откладывать, надо приобрести. Таким образом, сегодня один молодой человек заказал. Так, в начале января он получит, как раз он перед Новым годом, перед его днем рождения. Так, ножик заказал, 100% оплатил по видеозвонку. Так, угу. Кожаные ножны. Почему так намекаю, говорю? В январе не будет финансов. И у вас, и у меня. В конце только появится. А как во время новогодних выходных к вам приходит почта, а почта работает с 3 числа полностью. Выходным на 7 января. Я это сегодня тоже уточнил. Вот. Сидите, лежите себе дома. Праздники, то все, суета. Кто-то болеет, кто-то нет, кто-то на охоте. Приезжает уведомление. Уважаемый кто-то. Ну, скажем так, Иван Иванович. На ваше имя пришел бандероль ценный. От Республики Саха, Татинский улус, село Тыкель, от Бердыка в Ус. Какое ощущение? Да, самое то. И еще раз хочу заметить наших милых дам, умных жен. В прошлом году перед Новым годом тут в соседнем районе так, письмецо по WhatsApp. Батью сделаете? Сделаю. Сумма какая? Вот такая. Хорошо. И она говорит, мужу подарю. Так, ага. По-моему, год, да. Ага. Мужу подарил на Новый год, говорит. Я думаю, женщина мужу. Что-то раньше такого не было. Спрашиваю, вам когда угодно? Он говорит, 25-го. Последняя машина едет там. И так далее, и так далее. Ну хорошо, постараюсь. Я тут попотел, побегал по вечерам поздним, туда-сюда. Вот. На славу встал. Достиг цели. Вот я очень хорошая. Испытал. Вот. Потом уже там ножны, то все, рукоять. 25-е утром машина уже вот здесь стоит. Машина подъехала, будьте добры. Я уже там повернул подарочные упаковочки фирменным, скажем так. Я отправляю человеку. Вечером звоночек. По-разному. Вечером, здравствуйте, Владимир. Вечером звоночек. Муж рот до ушей, говорит, очень счастливый, ушел на охоту, говорит. Сразу испытать. Надо, я уважаю таких жен. Молодец. Молодцы, девчонки. Надо так и поступать. Я же вам говорю, повторю еще раз, 70% бюджета Российской Федерации лежит в карманах, под подушкой, я не знаю где, но у прекрасной половины человечества. Вот. Умные жены так и поступают, потом уже требуют то, что хотят. Ну, похвально просто. Действительно похвально. Вот на этой неделе пару штук должен отправить.
Еще раз привет, Роман. На изготовление ножа уходит, в частности, по стали Эльмакс, 1 сутка на термообработку. Минимум 1 сутка. Но я тоже человек. Ем, сплю. Там тоже... Здорово. Там тоже уходит время соответствующее. Ну и того там минимум сутки. Вот, термообработка, это все. А потом уже там сделал, тестировал, рукоять, то все, наточил. Точить трудно, нелегко. Вот, удовлетворен. Моим рамкам отвечает ножик, идет, не отвечает, остается. Его вторично, 3-й раз, как говорится, термообработка уже будет не та. Усталость металла, ну, дохнет. То есть все должно быть точно. Она очень капризный и критичный металл. Но зато результаты показывают, ого-го, действительно хорошие. Ну, те новые подписчики узнают, как они будут работать, уже узнают. Сегодня вот до ужина из Москвы видеозвонок, друг мой армянин звонит. Привет, Ханта-Манта. Завалили лосей. Вот, стали разделывать. Оно же на 4-й лось. 5, по-моему, завалили. Ага, на 4-й лось нож перестал работать, говорит. Я удивляюсь. Как так? Ты объясни, как такого не должно быть, говорю. А он говорит, я твой старый нож взял, новую еще под подушкой держу. В охоту не беру, говорит. А старый у нее там хашка. Успокоил. Очень хорошая сталь. Вообще, смерть. Честно говорю. Ну, клиенты некоторые у меня 4-й. Один клиент 7-й нож купил. Ага, уже давно, правда. Но и 7 есть, ага. Вот. И они замечают, и уже мы с ними на «ты», друзья уже. Так, и уже спрашиваю, звоню, пишемся, какие проблемы, что там с металлом, как работает и так далее. 1-й год обычно показываю вот так. 2-й год тот, кто охотится постоянно, уже требует иные такие взгляды. Так, потом 3-й год уже спрашиваешь, понимает человек, лучше этого он может делать, понимает, и заказывает, понимаете? До марта успеете, успею. Спасибо, здоровья. До марта успею, без проблем. Так, и уже потребность человека уже меняется. Получает новый нож, работает с ним, удовлетворен. Пацаны все в ауте, нифига, откуда. Ну вот, потом думает, кто-то приносит наверняка другой, там и так далее, соревнуется. А этот идет. Давай у него. Потом понимает, видит, следит за твоим творчеством, видит и уже оценивает. Ну, давай, Эдуард, давай сделаем, давай беру, давай сделаем на этот раз так, рукоять так, без проблем, модно и так, модно и сяк. Отправляешь человеку, исчезает. Это значит хорошо. Никакие нареканий, тишина. А я запросто там после обычного сезона я у них спрашиваю, там говорю, ну как рыбалка, на уток, там
осенняя, весенняя охота. Ну как, ножик есть. Фотографии на инстаграме это мои клиенты отправляют. Там, где сердце ножом, олень и так далее. Эти мои ножи гуляют по всему миру, и они отправляют. Некоторые думают, что я не работаю, а охочусь везде. Это не так, ребята. Спасибо моим клиентам, моим друзьям. Я у них, давайте, ребята, отправляйте хорошие кадры. Да, обязательно. Не забывает всегда, какие лучшие моменты. Ну вот, печка трещит. Скоро эфир через 3 минуты уже заканчивается. Пора на работу. Перерывчик заканчивается. Ну вот так. Я их понимаю, почему. Всегда есть сверх. Всегда есть высота, есть высота. Всегда есть лучшие. Если хорошие, то и лучшие есть. Вот и с металлом также. Ну и человек уже набирает опыт, уже как бы класс поднимает и так далее. Кстати, это благодаря моим клиентам я поменял металлы, поменял уровень, да и ценный диапазон тоже поменялся, соответственно, работы очень много, ответственность большая. Вот, благодаря только вам, ребята. А если не советовали бы, да, хорошо, да, ножик, нормально. Был бы так хороший, нормально, был бы. Да уже, запросто за 100 рублей ножи премиум класса просто так дарю людям, даже незнакомым. Спасибо. Вот, просто так. От сердца отрываю. 2 ножей. Спасибо, ребят. Вот. Только благодаря вам, ребят. Вашим советам, вашим критикам, вашим пожеланиям. Только так. А так бы ходил, был бы. В магазинах продал бы, наверное. Да, от души. Вот так вот, ребята. Ну, позапрошлом эфире я уже сказал, после Нового года, во время новогодних каникул я испробую один металлчик, тоже из премиум класса. Пока назвать не буду. Сохраняем интригу, как говорится. Но техническим данным, превосходит ли Эльмакс или нет, это я после метода тыка, испытаний скажу. И там изложу, покажу, как он работает, покажу. Но лично я требую еще более высоких результатов по нагрузке. Вот. Ну, порезы это соответственно, конечно. Но вообще хочу еще. Посмотрим. В мире очень много металла. И ценовой диапазон, я уже обещал, в 2019 году цены не будут меняться. Остаются, то есть. Вот. Это еще раз учтите, ребята. Пока есть премия, пока есть оплата. Вот. А потом посмотрим. Если она меня удовлетворит, я не полностью перейду к нему, а параллельно уже вести. И название я ему уже придумал. По техническим, теоретическим параметрам он чуть-чуть преодолевает. Но посмотрим. Будет он Лексусом или Геликвагеном. Посмотрим. Пока сказать ничего не могу. Секретик. А так, по весне планы большие. На клинке обязательно буду. Весеннему. Да и летнему хочу в Питер. Как получится, посмотрим. А так, сейчас уже после Нового года
у нас в республике пройдет 10-й юбилейный выставка Союза кузнецов Якутии. 20 так где-то в районе 3 февраля. Лучшие из лучших кузнецы Республики Саха в одном доме. Целых 2 дня соревнуются, продадут и так далее. Привет Украине! Вот. К нему надо уже потихонечку готовиться. А там уже... Там очень интересно. В отличие от клинка... Да, народу очень много, как в шпроте будет. Это есть и было всегда. И самое то, что свои коллеги, уровень своих коллег, уровень своего изделия, уровень других молодых, опытных, Дарханов и так далее, и так далее. Это очень-очень богатый, очень-очень хороший, перспективная выставка. Дархан Ус называется. В Ютубе есть, посмотрите, ребята. Поисковики напишите Дархан Ус. Вот, Дархан. Дархан это переводится с якутского выше-выше, больше-больше. Самый тот. Наверное, по-русски Бог. Или не ошибаюсь. Бог кузнецов, можно так сказать. Дархан. Вот. К этой выставке буду готовиться. А теперь разрешите откланяться. Работа. Ой-ой-ой. Работа зовет. Наверное, вечером вряд ли выйду в эфир. До свидания, ребята. До свидания.